Життя святих святителя Димитрія Ростовського. Місяця февруарія, в 8-й день. This LibriVox recording is in the public domain. Страдание святаго великомученика Теодора Стратилата, написанное Уарум слугою его. Як уже свет солнечный увеселяет у часа зрящих, так у мучениках слово усъевает умы послушающих. И як уже небо украшается звездами, сите церковь Божия мучениками, и як уже цвети на поле, сите в церквах мученицы. Память мучеников есть оставление долгов, память мучеников есть немощное их врачевание, утешение скорбящих, избавление страждущих от духов нечестих. Память мучеников есть живот и здравие мученику-любцам. Великие мучеников подвиги светлые суть святых венцы. Вдаша бу на раны своя телеса и вся красная мира сего, аки гной вмениша, да Христа не отвергутся. Того ради Господь воздаде им жизнью, яже су ангелы бесплотными. Ибо егда древний рода человеческого враг чташе си их победити, бысть виновен им райского селения. Не престабу лютие звери воздвизати на тех, и же суть в вере благочестиви. Той и в наши времена, глаголит Уар, слуга святаго, страдание его списатель, воздвиже зверя люто на стаду Христову, ликиния глаголю, ему же благочестивый царь Константин даде в жену сестру свою. Ибо сей ликинии, приемши скипетр от нечестивого Максимиана и тому подражая во всем, абе неукротимо и воздвиже гонение на тех, и же бяху знаменити во благочестии, и посла во всяк град и страну нечестивое своя повеления, и теми без числа храбрых воинов убил. Сей уби 40 мучеников Севастии, так уж да и 70 изрядных воинов и князей палаты своя, и 300 мужей от Македонии. Егда же виде сквернейши, яко много и бесчисленное множество, презирающие нечестивое его повеление, предаются на смерть за благочестие, повеле знаменитейших и честнейших в христианах искати, и лицей в воинских полках, и лицей в градах бяху, и тех точию, не брекше о общем верних множестве, принуждати к идолопоклонению, надеющийся страхом убедите всех под рукою его сущих. Иском им же бывшим сочетанием велим повсюду знаменитейшим христианам вестно сотворися ликинию, в Никомедии бывшему, о святом Теодоре Стратилате, пребывающем тогда в Ираклийском граде близ Евксинского понта, яко христианин есть, и многие ко Христу обращает. Святый же Теодор бе родом от Евхаид, не зело далече от Ираклии града отстоящих, телом храбр и мужествен. Лицем вельми красен, премудър же разумом и ритор изряден, того ради нарицаху его в риоритора, еже сказуется источник витийский. Поставлен же бе от царей Стратилат, сиест воевода, и Ираклийский град во одержание му бе дан, яко достойно храбрости его ради, яже знаменита бе от того времени, когда уби змия во Евхаитих. Бебо недалече града Евхаитска от полуношния страны поле пусто, и в нем пропаст велия. Внутър же тоя пропасти во гнезди се змии велии, и же егда оттуда изхождаше земля на том месте трясаше ся. Изшече же, аще что-либо обреташе человека или скота, снедаше. Слышав же о том крепкий Христов воин Теодор Святый, в полках тогда бывший, и заиде един никому же поведай о намерении своем ничесоже, вооружен обычным своим оружием, имея на персях многоценен крест и глагола в себе. Пойду и избавлю отечество мое силою Христовою от лютого того змия. Егда же приеде на оно поле, видев траву злачну, слезе с коня и ляже почити. От страны же полуденнее в Хаидского града живяше некая благочестивая жена, именем Евсевия, лет и стара, еже прежде неких лет святаго Теодора Тирона в Максимяново и Максиминово царство пострадавшего, честное тело изпросивши, погребе сороматы в дому своем во Евхаитих, и по вся лета совершаше того память. Та видевши сего втораго Теодора воина Христова, Стратилатом нареченного, спяща на поле оном, приеде к нему с боязнью велиею, емши его за руку возбуди глаголя: «Восстани, брате, и скоро отойди от сего места. Не веси бо страха сде сущего, яко многим лета смерть на месте сем случися. Но восстав скоро, гряди в путь твой». Честный же мученик Христов Теодор восставши рече к ней: «Ки есть страх и трепет на сем месте, о мати?» Божий же раба Евсевия глагола ему: «Чадо,
Ест на месте сем змий велик зело, и того ради никто же сему прийти может. По вся будни змий от ложа своего исходящий, что-либо обрящет, человека ли или скота, убивает и снедает. Крепкий же воин Христов Теодора рече к ней: «Отиди, мати, и стани далече от сего места, и узришь силу Христа моего». Честная же она жена, отшедши от места того, повержи се на землю плачущи и глаголющи: «Боже християнский, помози ему в час сей». Святий же мученик Христов Теодор знамение крестно на себе сотворив и в перси своя ударив, и на небо возрев рече: «Господи Иисусе Христе, красное имя от Отчего восяви существа, не отврати моление моего, помогай ми в браних и даяй победу на супротивния. И ныне Ты тожде си, Господи Христе Божий, после ми удоление от высоты святые Твоя, да побежду врага змия». Таже к своему коню, аки к человеку беседуя рече: «Вемай Божию власть и силу во всех, в человецах же и скотех. Обуй Ты, помогай ми, укрепляющую Те Христу, да побежду супротивного». Кон же, послушая словес Господина своего, стояше жды исхождения змеина. Тогда мученик Христов, приближившийся к пропасти, возва велегласно к змию: «Тебе глаголю и повелеваю именем Господа нашего Иисуса Христа, распеншего се волею за род человеческий, изойди от места Твоего и приди ко мне». Змей же, услышав глас святаго, подвижеся, и когда подвижеся, потрясе се земля на месте том. Святый же Теодор знамена всекрестным знамением седи на коня своего. Кон же, изшедшего змея страшно бия ногами и попирая, стана нем всеми 4 ногами. Тогда воин Христов Теодор мечем порази змия и убие го и рече: «Благодарю Те, Господи Иисусе Христе, яко услышал ми си в час сей и подал ми си победу на змия». Таже возврати се путем своим в мире к полком своим, радуя се и славя Бога. Слышав же о том весь град Евхаицкий и окрестни люди, изъедоше все на поле оно, и видевше змия нежива, Теодором святым убиена, чудише се и взиваху все глаголюще: «Велик Бог Теодоров», и веруваше во Христа много и народа и воинов множество, и крестившися быше все едино Христово стадо, и прославляху Отца и Сына и Святаго Духа. Святый же Теодор во Ираклийском граде жительствующий, проповедаше Христа истинного Бога, и мнози от елинов обращаху се и бываху християни. По вся же дни люди ко крещению святому прихождаху, и уже мало не вся Ираклия прия святую веру. О том всем слышав нечестивый царь Ликиний, зело опечалися, и послал от Никомедии, и даже сам тогда прибывавший в Ираклию град протекторов с оруженосци своими, да Теодора стратилата поемши с честью приведут к нему. Дошедшим же им Ираклии, Теодор святый прия их честно, угощение велия им творя, и дары дая яко мужем царским. Изваху тии к Ликинию святаго гряди глаголюще в Никомедию к царю любящему тя: «Слышав бо храбрости Твоей, о красоте же и премудрости Твоей, вожделе зело видите тя, хотя достойными Тебе почтите дарами и честми». Святей же Теодор глаголаше им: «Воля царская и ваша да будет, токмо веселите се и радуйте се днес и утро, и потом сотворим, еже подобает сотворите». Пришедши же 3-му дню, и тем убеждающим святаго да с ними идет в путь к царю, Теодор святый не иде, и от присланных мужей царских некие у себя удержа, прочие же отсла своим к царю писанием, в нем же написа, яко невозможно есть ему оставить и град в то время, когда в народе бывает смятение. Мнози бы оставивши отеческие боги поклоняются Христу, и уже мало не весь град, отвратився от богов Христа, славят, и бедствует Ираклия отступить от царства Твоего. Сего ради молю, рече царство Твое, потрудися сам, и сему приди вземши с собою боги большия, сие же двоих ради вин. Ово да умириши народ смятенний, ово же да утвердиши древнее к богом благочестие, егда сам с нами пред всем народом жертвы им принесеши. Узревши бо народ нас великим богом поклоняющихся, подражати нам все будут, и утвердятся в отечестве и вере. Таково святый Теодор к царю Ликинию написа послание, возбуждая его да в Ираклию приидет, хотяше бо святый во своем граде страдати, яко да осветит его своею за Христа кровью, и другие во святой вере да утвердит своим страдалческим, мужественным подвигом.
Ликиний же царь таковое стратилатово писание прием и прочет обвеселися, и немедля поемши от воинства своего мужей яко 8000 и от никомедийских граждан сановития, и да радующиеся в Ираклию с князи и боляри своими, носящи с собою идолы больших богов, златыя и сребреные. В нощ же оную молящо се святому по обычаю своему, бысть видение сетевое. Зряше се покров храмина, и в ней же бяше отверст, и свет небесный, яки огън вели осия его, сходящий на главу его, и глас слышен бысть свыше глаголющ: «Дерзай, Теодоре, с тобою боесым». И погласит том скончася видение, и позна святый, яко время прииде страдание его за Христа, и радоваше се, веселяся духом. Слышав же, яко царь к граду приближается, вниде во внутреннюю молитвенную клеть свою, и помолися с плачем глаголя: «Господи Боже всесильный, всех уповающих на милость Твою не оставляя и но защищая их, буди ми милостив и соблюди ми от прелести вражия Твоим защищением, да не паду пред супротивники моими, и да не порадуется враг мой умне. Предстани ми, Спасителю мой, в подвизе сем, в него же в нити желаю за имя Твое святое. Ты ми укрепи и утверди, и подашь силу стать мужественно за Тя до крови, и положите душу мою любве Твоей ради, якоже и Ты, возлюбив нас, положилась и на кресте душу Твою за нас». Тако Теодор святый со слезами помолився, умой лице свое. Иудея всесветло, седи на коня своего Дарданского, на нем же иногда сидящий у Змиево Евхаите, и тако с воинством своими согражданы изыде в сретине царю, и поклонися ему, якоже подобаше приветствующий честно и глаголющий: «Радуйся, царю божественнейший, сильнейший, самодержче». Тар же зело любезно Теодора святаго прием лобза его и глагола: «Радуйся и ты, краснейший юноше, храбрый войны, славный стратилате, светлый, якоже солнце, хранителю отеческих законов премудрейший, диадимой достойный. Подобает бо тебе помне царем быти». Беседующие же оба многое любезные и веселые, внедоше в град с тимпани и трубы торжественно, и почише в той ден веселящися. В утре же, уготовано бывши царскому посреди града на высоком позорном месте престолу, прииде Ликиний царь со всею славою своею, и с Теодором стратилатом, и седши нача похвалять и град, и людей, и стратилата глаголющи: «Воистину место сие Божиим престолом достойно есть именоватися. Лепо есть, и на небо звати место сие человеком. Понеже и град велик есть, и народ мног, и человеци благочестиві и православні к Богом суть. Воистину на ином месте не почитаются толико вящи Божии, якоже зде. Но ниже есть приличнейшее и нарочитейшее место иное на службу великих богов, якоже сие. Того ради и Ираклий чудный он и мужественнейший Бог, сын великого Бога Дия и богини Алемины, возлюби место сие, и во имя свое именова грацией Ираклию. Поистине достойно место сие во удержание Твое, Господине Теодоре, Тебе подобает обладать и сетевым чудным градом, Ты достойный си управлять и толикий народ. Понеже к Богом благочестиве си и любовь Твоя вся к ним есть, ден же и нощ не вином часом упражняешься, токмо подвизаешься осем, да эллинским древним Богом благоугодиши. Обой ныне любовь Твою, и уже к ним имашь и покажи пред нами, и принеси им жертвы с поклонением, да и народ весь видит Твое к Богом усердие, и познает, яко искренний друг иси богов великих и приятен царю». Сия же глаголаше царь, лаская и прелщтая святаго. Теодор же святый отвеща: «Царю многолетний, воля Твоя да будет, обаче дашь ми ныне в дом мой боги эллинские большие, их же с собою принесли си златые и сребреные, да первые их асу себе жертвами, кадилой и ароматами, и поклонением почту в сию грядущую нощь, я же посей, даже и яве, игда повелишь и пожру им пред всем народом». Слышав же тот царь, возрадовался зело, и абие повеле принесенным быть богом златым и сребреным, их же Теодор святый вземши, иде в дом свой, и в нощь тонную сокруши, раздруби всех идолов в части малые, и раздели их нищим. По 2 же днях посла царку святому повелевает да обещанно исполнить делом, и в той день пред всем народом принесет Богом жертвой. Святый же паки обещав то исполнить в устав, иде к царю с учтанием,
И пак и цар изайде на позоришное среди града место, и на престоле своем седеше глаголаку святому. Премудрейший Теодоре, изрядни войводо, царями прежде нас бывшими почтенные, се достиже ден жертвы и праздненства. Принеси убо жертвы и Богом яве, да видите прочие человеци Твое к Богом усердие, и научат се чталивейшие и теплейшие к ним бытие. Сия царю глаголющу, сотник некий предстояй именем Максентий рече к царю: тако ми великих богов, прелсти се днес царство Твое от скверного сего Теодора, ибо аз вчерашнего дне видях златую главу богини Артемиды в руках единогонищего идуща и веселяща, и вопросих его, где обрете, и рече ми, яко Теодор стратилатью даде ему. То слышав царь весь вострепетай на мног час молчаше усомневайся. Святей же отвеща ему: тако ми сила и Христа моего, яко та яже Максентий сотник глаголет тебе царю истина суть, и добре сотворих сокрушив Боги Твоя, а ще бо себе не возмогоша помощи Бози Твои сокрушаеми бывшие, то како могут тебе помощ подати? Ликиний же, таков святаго Теодора ответ слышав, быст безгласен, аки нем и вне ума своего. От многие же печали десницу положив на ланите, скорбяше сетуя и глаголя: увы мне, яко поругание съм. Что реку и что сотворю не вем. Цар сей всемощнейший придох к человеку сему пагубному, собрав толико людей множество, и посмеяние съм ныне от всех вражьих полчищ, наипаче осем, яко победоносных богов моих окаянный сей сокруши и раздаде нищим. Даже глаголаку святому: Теодоре, сия ли суть воздаяние Твоя богом, за приятие от них дарой? Сих ли аз надеяхся, егда почитах Тя? Сего ли ради восстав от Никомидии придох сему к Тебе, о злая и непреподобная главо? Воистину сын коварство еси и лукавствие еси жилище всескверне, лестью ме подвигнув, да сему прииду. Но тако ми силы великих богов моих, яко не потерплю Тебе сего, ниже в добро Тебе будет начинание сия обезстуднейший. Святей же отвеща ему: царю безумный, под что и решися? Вещь сам и разумей силу богов Твоих. А ще бо тии истинно Бози бяху, то под что не возмогоше помощти себе? Под что не прогневаше се на мя, егда разсеках их, не послаша огня, да сожжет мя? Но бездушна и недействена вещь сущти, секоше се от руки человеческие, яко злато и сребро. Тей царю гневаеше се и метеше ся, аз же ругаю се безумию Твоему. Тей ярише се и храплеше, аз же мужаю се и не брегую ярости Твоей. Тей опечаляеше ся, аз же радую се у погибели богов Твоих. Тей богоборствуеши, аз же благословлю. Тей хулише Бога истинного, аз же хвалю Его песми. Тей кланяеше се богом мертвым, аз же кланяю се Богу живому. Тей служише се рапиду скверному, аз же служу пречистому и нескверному владыце моему Христу, седящему на чистих серафимих. Тей почитаеши мерского Аполина, аз же почитаю Бога живущего вовеки. Тей угли си тракийский, аз же князь римский. Тей ликиний Ветель, аз же Теодор, дар Божий. Не гневайся убо, о царю, не ерися. Сия ботворящ являешь и внутреннее Твое мучение, услужи им ское си подобен. Тогда ликиний царь ще множе, разорив се, повеле святаго обнаженно разтягнути на 4 части и бити жилами воловыми суровыми крепко. И бяху войни мученика без пощадения, применяющий се по 3 и 4. Дано же бе святому ударение крепких по хребту 600, по чреву же 500. И ругаше се ему царь глаголя: Теодоре, потерпи мало, донели же придет к тебе Христос Бог твой и изметь те от рук бьющих. Святей же отвеща: Творие же творишь и не престани, ибо ни скорбь, ни теснота, ни раны, ни меч, ни кая, либо мука разлучит ми от любви Христовой. Царь же пак и на большую ярость подвиг се рече: Еще же ли Христа исповедующий? И повеле прутьями уловянными бити по хребту немилостивно, даже ногтми железными стругати тело его, и свещами горящими опаляти, и черепинами острыми трети раны его. Святей же вся сия мужественно терпя, ничто же ину глаголаше точию: слава Тебе, Боже мой! По сих всех повеле царь святаго заключити в темнице, и ноги его путы и связати, и не дати ему вкусити ни часоже до 5 дней. По 5 же днях повеле уготовити крест и изведши мученика распятие.
ибо из святей Теодор, яко же иногда Христос, Господь наш от Пилата, сице он от ликиния на кресте разпят, пригвожденни имея руци и нози, приложише же немилостиви мучители святому раны и к ранам, и болезнь к болезням, ибо острый и долгий гвозд вбише во внутреннее его, и бритвами тамужде резаху плоть его. Друзей же юноши и отруци, напрягши луки своя, стрелами стреляху в лице его, и избуденный стрелами быше зеници учесть его. Аз же, глаголец писатель страдания его, уар нотарий, видя тяжкие его муки и слыша внутренние его болезненные стенания, повергши книжицу и уже писах, подох с плачем пред ногами его глаголя. Благослови мене, Господине мой, благослови, дашь мне последнее слово рабу Твоему. Господин же мой, воин Христов Теодор, глагола ко мне тихим гласом. Уаре, не оставляй службой Твоя и не престани зрящи мучения моя, но напиши вся моя страдания и скончание, и день скончания моего. Даже взывай ко Господу рече: Господи, рекл ми си перве, аз я съм с Тобою, ныне же под что оставил ми си? Вижд, Господи, яко звери диви разтерзаше ме Тебе ради, избудени суть зеницы учест моих, плоть моя ранами раздробляется, уязвляется лице, сокрушаются зубы, единой точью ногие кости на кресте висят. Помяни ме, Господи, претерпевающего го крест Тебе ради, железо и огонь и гвозди подях за Тя. Прочее же приими дух мой, уже бы отхожду от жизни сия. Сия рекши мученику молче, и не глагола более и ничтоже. Бебо все тело его растерзано. Лекини же мне в мученика мертво уже бейти, оставито го на кресте висеща. В первую же стражу нощи ангел Господен сня его с креста и сотвори всего цело и здраво, як уже бе первые, и целуя его рече ему: радуйся и укрепляйся благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Себо с тобою есть Господь Бог, и под что реклась, як уставить я. Совершил бы течение подвига Твоего, и придешь ко Господу приять уготованный Тебе венец бессмертия. Сия ангел рекши мученику: не видим бысть. Святый же мученик Теодор, благодаря Бога, нача пети: вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое во век и в век века. Скверни же ликини, не удню наставшу, посла 2 сотника свои, Антиоха и Патрикия, глаголя к ним: идите и принесите ми тело умершего зле Теодора, да во оловян ковчег вложуе и в вергу во глубину морскую, да не како християне безумни го возьмут. Грядущим же сотником и к месту крестному приближающимся, видеше стоящ крест, разпятого же на нем мученика не видеше. И рече Антиох Патрикию: истину глаголю от Галилеяне, яко Христос их восста от мертвых, се той, яко жемню и Теодора, раба своего, воскреси. Патрикий же, ближая приступили ко кресту, видя святаго Теодора на земле сидяща и хвалища Бога, и возва Патрикий вели им гласом глаголя: велик Бог християнский, и не стин Бог кроме того. Приступивши же оба сотники ко святому, рекоше ему: молим Те, мучениче Христов, прими нас, ибо и мы от часа сего християне сме. И веруваше во Христа в той ден 2 сотника онии, и с ними 70 воинов. Уведав же то ликини, посла Сикста наместника своего, и с ним 300 воинов, да всех во Христа уверовавших убьют. Они же пришедшие, и я же святый Теодор силою Христовую, творяше чудеса видевши, веровавши идти в Господа нашего Иисуса Христа. Стечеся же множество бесчисленное народа на место оно и взиваху: един есть Бог, Бог християнский, и не стина го Бога кроме того. И пак и взиваху: кто есть ликиний мучитель, да каменем го побием. Нам бо есть Бог и Царь Христос, Теодором проповедуемый. Ибо есть многое в народе молва и метеж, и к пролитию крови устремление. Притече бо некий войнимый меч обнажен именем Леандр, той на святаго Теодора устремися, хотя ударить его. Сикс же наместник царский, воспетив Леандра, исторже меч из рук его и пробудет го посреде. Другий же некий воин именем Мирпус, угрин родом, устремився уби наместника. Святый же Теодор, утуляя метеж народний, возва глаголя: престанете, возлюбленні, Господь мой Иисус Христос распяся, удерживая ангелов, да не творят отмщение человеческому роду.
Едва Теодор святый многое глаголющий, молящий же увещевающий утоли молву и смятение народное, идяше мимо узилища. Последствоваше же святому все множество людей и воинов. А и же в узилищах бывшие узники взиваху велигласно ко святому: «Помилуй нас, рабе Бога Вышнего». Святый же словом утус разрешив их, и темничные двери отверз с глагола им: «Идите в мире и воспоминайте ми о мужие». Стекаше се же к нему весь град, и все утвергающите се идолопоклонения прославляху Христа единого Бога, и недужни исцелеваху ся, и без си бяху от человек прогоними. Его же баще точил рукою святый куснуся, или кто одежде и свята го прикасаше абие той получаше исцеление. Некто же от ближайшие спирили киниевой видя боеваемые, течекли кинию глаголя: «Весь крат оставив Боги, верует во Христа учением и волхвованием Теодоровым». Цар же ярости исполнився, абие спекулатора послал обезглавити Теодора святаго. И видев народ спекулатора, воздвиже пак и молву и метеж востоя против Ликиния, и спекулатора убитих от тяху. Святей же многими словесы увеща их предстать от таковаго начинания. Наконец глагола: «Братья и отцы, не воздвижите брани на Ликиния, ест бо слуга отца своего дьявола, мне же прочее подобает отойти ко Господу моему Иисусу Христу». Сия рекши, нача молитеся к Богу, и по молитве довольни и благослови братью, и знамена се крестным знамением, таже рече ко мне рабу своему, списатель глаголет: «Чадо мое варе, да не наредише написать и дне моего совершения». Тело же мое положи во Евхаитых, во одержании прародителей моих. Егда же и ты скончаватися будеш и завещай погребсти себе ушою мене. И пак и Христов мученик помолився и рек: «Аминь». Преклони под меч честную свою и святую главу. И так усовершися страдалчески месеца февруария, в 8-й ден в суботу, в 3-й час дне. По усечении же его весь народ сотвори чест велию святому, приемши свещи и кадила, и на месте нарочитом положи тело его, еже потому во Евхаити принесено бысть славно месяца июния в 8-й день, и соделувахуся таму чудеса велия и бесчисленные во славу Христа Бога, и може со Отцем и Святым Духом честь и поклонение во веки. Амин. Ведати подобает, яко два суть святии Теодори великомученики во Евхаитих, первый Тирон, второй сей Стратилат. Святый Теодор Тирон постреда прежде, в царство Максимиана и племянника его Максимина, в лето от бытия мира 5797, от Рождества же Христова 289, и положен во Евхаитих, як уже о том писано будет сего же месяца в 17 день. По нем послежде постреда сей святый Теодор Стратилат в 22 или 3 лета, в дни Ликиния, в царство же великого Константина, в лето от бытия мира 5820, от Рождества же Христова 312, и такожде во Евхаите и принесени положен таму. Оба святии Теодори сии суть евхаитстии. В той же день память святого пророка Захарии Серповица. Конец жития святых месяца февруария в 8-й день.